Луиза и Марат Хайруллины впервые встретились спустя 1,5 года в зале суда. Точка в этом громком деле должна была быть поставлена сегодня, однако что-то пошло не так. Республиканские журналисты и не только собрались у здания Салаватского суда в ожидании развязки истории, ведь дело рассматривали в особом порядке. В зале заседания побывал и наш корреспондент Радмир Азнабаев. Заметно похудевшая за 1,5 года в СИЗО Луиза Хайруллина удивила своим новым образом. Аккуратный макияж, новая прическа и сияющие глаза. Будто за решеткой она молодеет. Если на предыдущих заседаниях во время следствия женщина плакала и отворачивалась от камер, то сейчас может и улыбнуться. Да что уж там, ее даже потянуло на откровенные разговоры с журналистами. Обвиняемая призналась, надеется, что сегодня все закончится. Дело рассматривается в особом порядке. На сколько килограмм вы похудели? Килограмм 13, наверное. На 30 Сами стрессов? понимаете, ну конечно. А на какой приговор вы рассчитываете? Ну, пока не могу сказать. Ну, самый мягкий. Ну, там же, ну, поменьше был срок. На хорошее настроение самого известного кассира страны, возможно, повлияла и долгожданная встреча с супругом. Сегодня они впервые на совместном процессе. До этого слушания проходили раздельно. Пара не виделась с момента их задержания, а это почти 1,5 года. Марат Хайруллин приехал в зал суда из своего загородного коттеджа. Ведь в отличие от супруги, мужчина находится под домашним арестом. Примечательно, но именно он, по версии следствия, является организатором этого преступления. А вообще, как вы себя чувствуете? Вот супруга за решеткой, вы как бы в домашнем аресте. Я сказал, давайте без комментариев. Не успел процесс начаться, как надежды супругов на разбирательство в особом порядке рухнули. Ходатайство защиты Луизы и Марата суд отклонил, несмотря на то, что они подавались до изменения в федеральном законе. А в нем говорится, общая сумма ущерба слишком большая и тянет на тяжкое преступление. Учитывая, что Хайруллина и Хайруллин обвиняются в совершении тяжкого преступления, особый порядок судебного разбирательства подлежит прекращению, а делу назначению в общем порядке. В общем, снова будут опрошены свидетели, сами обвиняемые, будет проведена оценка доказательств, а значит, процесс может затянуться на месяцы. Сторона обвинения располагает достаточной совокупностью доказательств по данному уголовному делу. Данные доказательства мы будем предоставлять в следующем судебном заседании. Будем в ходе рассмотрения дела делать выводы, какие-то заявлять ходатайства. Все это будет в рамках расследования дела. Ну, немножко это затянется рассмотрение, поэтому будем разбираться по делу. Между тем, две дочери Хайруллиных 9 и 13 лет ранее по решению суда стали жить с отцом в Салавате. По данным правоохранителей, именно Марат сподвиг жену выносить деньги из банка частями. Как он утверждает, 25 миллионов рублей ушли на ставки. Однако точного ответа, где же деньги, до сих пор нет. Рассмотрение дела в общем порядке состоится 25 августа. Новый судебный процесс Луизы Хайруллина будет ждать в СИЗО города Стерлитамак, куда ее перевели из Уфимского по завершению расследования. Марат же, как и прежде, находится под домашним арестом. Паре грозит до 10 лет лишения свободы. Радмир Азнабаев, Вадим Исламов и Родион Матвеев. Новости. Салават.